Владимир Уйба потребовал от муниципалов координировать планы ремонта дорог с ресурсоснабжающими организациями. Истории, когда раскопки и замены труб проводят аккурат по новому асфальту, недопустимо. Об этом глава республики заявил на заседании правительства, где рассматривали вопросы подготовки к следующему отопительному сезону. Подробности знает Алексей Корчма. Эта проблема не только наша. Пожалуй, в каждом регионе страны в периоды дорожной кампании случаются такие казусы. Несогласованность действий дорожных служб с водоканалом, тепловиками, энергетиками или связистами приводит к тому, что весь добротный ремонт на смарку. Цена ошибки десятки, а порой и сотни миллионов рублей. Вчера положили асфальт, ровно через 2 дня приходит экскаватор и начинает рыть под траншею, под трубы. Значит, коллеги, недопустимая история. Сводите свои планы. Да? И делайте по-людски и с экономией. Вы же так дома не делаете. Поэтому сначала вы выстраиваете сроки проведения укладки сетей, замены сетей. Только после этого кладите асфальт или ремонтируйте дорожную сеть. В Сыктывкаре подобных ситуаций стараются не допускать. Планы ремонтов своих сетей ресурсники согласовывают с дорожно-строительными организациями. Из-за этого, правда, иногда затягиваются сроки асфальтирования, дорожникам приходится ждать, пока закончат энергетики. Мы свои работы синхронизируем с дорожными компаниями. И мы до того, как они укладывают новый асфальт, мы производим диагностику тепловых сетей. Если видим, что труба имеет какой-либо износ, то мы принимаем решение и этот участок трубы меняем. В столице Коми в этом году отремонтируют 14 участков дорог протяженностью чуть более 14 километров. Стоимость работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» – 390 миллионов рублей. Объемы, сроки и качество работ по нацпроекту контролирует региональная МинЖКХ. Серьезных срывов быть не должно. Дорожникам помогает погода. Отопительный сезон удалось завершить раньше намеченного срока. Соответственно, компании, которые осуществляют работы, это ресурсники наши, Коми Пауты Плюс, они смогли работать начать раньше. Ну и, соответственно, сроки у нас эти все корректируются, да, то есть и к столетию Республики Коми мы имеем все шансы, так сказать, со строительными работами из города выйти, да, и население, и гости нашей столицы, прибывшие на столетие республики, смогут насладиться городом в полной степени. Вовсю идут ремонты и в Эжинском районе столицы. В планах отремонтировать улицу Юности, Весенние участками Школьный переулок, проспект Бумажников и улицу Калинина. Большой объем работ ожидается в Сыктывкаре на Малой Объездной. Ее отстроят едва ли не заново. Я даже не помню, когда она была построена и когда ее ремонтировали последний раз. Там очень большой объем работы. Перекладка труб, подъем проезжей части и асфальтирование. Думаем, что в октябре месяце мы это дело закончим. Малая объездная дорога, связывающая микрорайон Орбита и местечко Дырнос, существенно разгрузит Октябрьский проспект. Пробок станет меньше. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитальный ремонт 3,5 километров Малой Объездной обойдется почти в 195 миллионов рублей. Алексей Корчма, Иван Богомолов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.